Всем привет! Актиле Капаров с вами. Видео на кыргызском языке смотрите на YouTube канале Тимиров Life KG. Итак, начнем. В Кактус Медиа обратились жители Джалалабада. По данным СМИ, в кафе Достор мужчина по имени Нургазы сидел с девушкой. Он заявил официанту, что родственник Камчыбека Ташиева, и отказался платить. На просьбу официанта он не реагировал, а через некоторое время в кафе приехали трое мужчин спортивного телосложения. Они сразу начали бить официанта. Давайте посмотрим на эти кадры. По словам обратившихся, теперь эти люди пытаются уйти от ответственности, прикрываясь связями с главным ГКНБшником страны. Но не тут-то было. 9 октября в пресс-службе ГКНБ сообщили, зачинщик потасовки не родственник Ташиева и не имеет к нему никакого отношения. И заявили, что неподтвержденные публикации подобного рода направлены на очернение имени самого Камчыбека Ташиева и подрыв его авторитета. И 11 октября тот самый Нургазы Мамасадыков сделал видеообращение. Мен Мамасадыков Нургазы, Жалал-Абад шаарынын Көк Ар кичи районунун тургуну. Жалал-Абад шаарындагы Достор клубунда кичине түшүнбөстүк иштер болгон. Ошол иш боюнча мени Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтин тууганы деген видео чындыкка дал келбейт экенине мен тастап коюун туура көрдүм. Мен ал киши менен эч кандай тууганчылыгым жок, кудалыгым жок, катташым жок, эч кандай байланышым жок. А мы в это не поверили и решили узнать, что связывает Камчыбека Ташиева и Нургазы Мамасадыкова. На этой фотографии мы видим Камчыбека Ташиева, его родственников и Нургазы Мамасадыкова. А тут Нургазы на фоне спортивного клуба Таймураз. Но это еще начало, идем дальше. Это страница Батырбека Сыргабаева. Судя по комментариям и фотографии, Батырбек – родной брат полпреда президента Джалалабадской области Абсатара Сыргабаева, который, как вы помните, является Укульбала Камчыбека Ташиева. Да и отчества у них одинаковые – Токтогуловичи. Смотря на многочисленные совместные фотографии Батырбека Сыргабаева и Нургазы Мамасадыкова в Одноклассниках, приходим к выводу, что они друзья. Батырбек также указал, что родной брат Камчыбека Ташиева, Шаирбек Ташиев, его укулята. Но и это еще не все. На прошлогодних парламентских выборах Сыргабаев и Мамасадыков были зарегистрированы в качестве доверенных лиц партии Мекенчиль. И что же в итоге получается? Друг Нургазы Мамасадыкова Батырбек Сыргабаев. Он укульбала Шаирбека Ташиева и родной брат полпреда президента в Джалалабадской области Абсатара Сыргабаева. Абсатар укульбала уже самого Камчыбека Ташиева. В 2020 году Мамасадыков и Сыргабаев были доверенными лицами партии Мекенчиль. Камчыбек Ташиев был председателем, а Абсатар Сыргабаев и Шаирбек Ташиев кандидатами в депутаты от этой же политорганизации. Обратившиеся сказали Кактусу, что милиция переквалифицировала уголовную статью на более мягкую. Теперь нападавших вместо тюрьмы ждет только штраф. Они опасаются, что дело могут и вовсе закрыть. Уважаемые зрители, далее в материале Болота Тимирова вы сможете увидеть досье Шаирбека Ташиева. Итак, мы представляем вам рубрику «Досье». Недавно брат председателя ГКНБ Шаирбек Ташиев заявил, что, мол, не хотел бы, да вот народ просит выдвинуться в депутаты. Ну, в общем, скромный человек, но нас заинтересовала его личность, и мы решили собрать досье на возможного народного избранника. Итак, посмотрим биографию на сайте Спутник KG. До 2013 года он работал на госслужбе, в том числе и на таможне. С 2013 года до 2015 в биографии пробел. А с 2015 года по сей день он работает на кыргызско-узбекском, азербайджанском, Джалал-Абадском нефтеперерабатывающем заводе. Там он числится директором. Звучит круто. Видимо, немалый доход, подумали мы, но заглядываем в платежи и понимаем, что это вовсе не так. За 2021 год ежемесячно завод отчисляет подоходный налог максимум 4000 сомов. То есть на руки все сотрудники вместе взятые получают 36 515 сомов в месяц. И это включая самого директора. Других источников дохода у Шаирбека в открытых данных мы не обнаружили.
А теперь посмотрим на его расходы. В сети пользователь Эрнис Джантаев публикует данные, что Шаирбек Ташиев купил весной этого года пентхаус в одной из многоэтажек Бишкека. В бумагах у ремонтников значится Ташиев Ш.К. Правда, в кадастровых документах недвижимость оформлена на его сына Омирбека Ташиева. Причем делает ремонт при содействии дизайнерской компании. Оттуда мы узнаем, что это ни много ни мало как 400 квадратных метров на 2 этажах. Ориентировочная цена без ремонта составит $320 тысяч. То есть на такую квартиру все работники Джалалабадского НПЗ, включая самого Шаирбека Ташиева, работали бы 736 месяцев или 61 год. Ну и это еще не все. Это Омирбек Шаирбекович Ташиев, сын. В инстаграме он пишет о себе, что он предприниматель, но ни одной фирмы на него не зарегистрировано. Зато он демонстрирует автомобильный парк семьи. Здесь он на Лексусе, здесь на BMW. В целом, в его инстаграме мы нашли 5 машин представительского класса. Но и это не все. На последних 3 стоит номер 04KG777AAD. На BMW X5 и на Lexus седане и на белом Land Cruiser, а фактически номер приписан BMW X7. То есть владельцы машин нарушают законы и ездят с подложными номерами. Ну и директор завода с зарплатой 36 тысяч сомов в месяц еще и занимается благотворительностью. К примеру, в прошлом году он закатил огромный тойс Улах-Чабыш, в призах верблюды, кони, машины и так далее. Пригласил певцов, артистов и акынов. Aylanayın şairake tamınızdı qaradım proyekti sıcak şeker. Aylanadağı tamdardım barısının ast eker. Uşunday tamdı salılgan akçanı qaydan taptı eken. An üçün Thomas zapravkasından kança benzin sattı eken. Kıskası kança nefti qast eken. Как мы выяснили, ничего такого и рядом нет. Шаирбек Ташиев всего лишь директор завода с зарплатой максимум 36 500 сомов в месяц. Заправкой, нефтедобычей он официально не занимается. В общем, вот такой досье мы собрали на Шаирбека Ташиева и его сына. В конце выпуска позвольте поблагодарить Эрниса Джантаева за предоставленную информацию о квартире Омирбека Ташиева. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч.